Сәлем достар, бүгін біз Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері продюсер Баян Мақсатқызымен сұхбаттасатын боламыз. Баян ханымнан соңғы кезде қоғамда болып жатқан өзекті мәселелерге қатысты ол кісінің пікірін біліп, сонымен қатар жақында өтетін Алтын ханым жобасына қатысты дайындықтың қалай өтетініне куә болайық. Баян ханым, бүгінгі уақыт тауып осы қарбалас кезеңде сұхбат беруге келіскеніңізге рахмет. Алдымен сұхбатымызды продакшнға кіре сала байқадық, үлкен дайындық жүріп жатыр. Алдағы 14 сәуірде Алтын ханым. Алтын ханым жобасы енді осымен екінші рет өтіп жатыр. Былтырға қарағанда биылғы жобаның айырмашылығы бар ма? Енді бұл жобаға көбінесе білеміз тағдырлы әйелдер келеді, яғни оңай тағдырмен емес. Және де келушілер, кастингке қатысушылар көп болды ма? Спасибо большое. Вы знаете, есть понятие концепция, да? Вы можете смотреть каждый год какой-то конкурс, там, я не знаю, любой конкурс, да? У него есть концепция, концептуально он не меняется. Это ни к чему. Во-первых, нет еще привыкания к этому конкурсу, это всего лишь второй год происходит. Это, если мы все знаем, что такое Казах РО, который проходит уже 15 лет, и мы знаем, что это за конкурс, то Алтын ханым — это абсолютно новый социальный конкурс для женщин. Я концепцию придумывала очень долго. Я долго не могла понять, зачем ограничиваться только лишь красотой, грацией, женственностью. Да? У нас есть такие конкурсы. Вот. И сейчас я не могу оторвать себя от того, что происходит в стране, от того, какие новшества, что хорошее или что плохое происходит в стране. Я абсолютно интегрирована со своей страной, поэтому я долго думала о концепции данного конкурса. Это очень важный социальный конкурс для женщин, потому что женщины не знают, большинство женщин, много женщин не знают, как улучшить свою жизнь, что я должна сделать, где мне взять сил, где мне взять вдохновение. И это конкурс как раз для тех женщин, которые прошли этот путь и нашли себя в этой жизни, которые нашли свою внутреннюю опору и которые могут поделиться своим жизненным путем и своим опытом с другими женщинами. Я считаю, что это очень-очень необходимый конкурс для наших женщин, и я не называю этот конкурс конкурсом красоты. Мы не выбирали красавиц, они разные, есть маленькие, есть большие, есть пухленькие, есть худенькие. Главное, эта женщина должна иметь опыт жизненный, да, положительный опыт, для того, чтобы поделиться, как она вышла из этой ситуации, как она стала сильнее, какую пользу она приносит себе, своей семье и обществу. Поэтому это конкурс о сильных женщинах и для женщин, которые хотят, ну, я не знаю, быть более осознанными, что ли, и которые ищут путь выхода из какой-то сложной ситуации. Вот, собственно, об этом конкурс. Конечно, это все делается в формате шоу. Еще раз повторюсь, что я очень долго думала, как это сделать, и я очень хочу превратить это в бренд, и чтобы женщины, сильные женщины, женщины, которые прошли этот сложный путь. Знаете, когда приходят на кастинг женщины, которым уже за 30, за 40, за 50, даже за 60 лет, а то и за 70 тоже приходили, нет легкой судьбы ни у кого. Ну, такова жизнь. И вот ты слушаешь эти истории и думаешь: Господи, какая жизнь сложная штука. Нет женщин, которая пришла и сказала: я бабочка, я летаю, я всю жизнь счастлива, у меня не было никаких проблем, и вот я хочу вот поделиться вот этой новостью. И я все время выискиваю счастливых женщин. Господи, неужели нет счастливой женщины? Ну где счастье, где счастье? Я всегда... Мы же все ищем счастье, да, как бы это смысл жизни, да. Поэтому, к сожалению, да, 500 из 500, которые пришли на кастинг, все женщины с какой-то сложнейшей судьбой. Вот. Но мы выбираем уникальные истории, потому что женщина не приходит сюда за помощью, она приходит за тем, чтобы помочь другим женщинам. Вот, собственно, об этом конкурс.
Былтыр енді конкурста бас жүлдеге көлік ойнатылды, қателеспесем, және өте керемет шапан сыйладыңыздар Аида Коменованың қолөнер туындысынан. Биыл қандай жүлде болады деп отырсыздар? Ну, я не думала еще об этом. Я подумаю об этом дней, наверное, за 10. Естественно, будет какой-то приятный сюрприз для победительницы. Возможно, это будет поездка, возможно, это будет какое-то обучение где-нибудь в Нью-Йорке. Возможно, это будет, я не знаю, пока не знаю, возможно, машина, не знаю. Я сейчас думаю о другом, думаю о том, как сделать это интересным и созидательным. А приз, что такое приз? Пошел, купил, это не проблема. Ана айтып қалдыңыз сөзіңізде 500-ге жуық әйел келді деп. Енді жас деген 70-ге дейін жеткен екен, иә? Осы жайлы айта кетсеңіз, былтырға қарағанда биыл қызығушылық арта түсті деген сөз ғой ол деген. Яғни халықтың, әйелдердің көзі қызыға бастады. Осылай барып қатыссам болады екен ғой. Тағдырымды бөліссем болады екен ғой. Өзіңіз айттыңыз. Бұл жерде жеңу үшін емес, өзге әйелдерге көмектесу үшін келді деген сияқты. Қатысушылар саны жайлы айта кетсеңіз. Разные женщины приходят. Вообще возрастной ценз от 30 и дальше уже нет никаких ограничений. Самый старший у нас в этом году, кажется, 60. Там у нас есть группа 30, 40, 50 и 60. А в прошлом году у нас были две женщины, одной было 63, другой было 62. Очень взрослые женщины. С ними сложнее работать, потому что здесь, знаете, как армия. Они у нас танцуют, поют, дефилируют, рассказывают, фотосессии, там, интервью. Очень загруженный график, и физически нездоровой женщине это сложно. Есть, хореографы есть. Почему они все разные. Одна женщина скорой помощи работает тоже. Я столько случаев видела в своей жизни. Я говорю, у вас какая цель? Зачем вы сюда пришли? Что вы хотите нам сказать? Вчера была на выезде, муж, говорит, заставляет жену в сексуально извращенной форме заниматься. Она, говорит, сама себя ножом пырнула. Причем она была в костюме садомаза. Я, говорит, таких случаев вот так видела. Я, говорит, хочу сказать женщинам, что вы делаете вообще? Я, говорит, на выездах столько случаев видела, и все это женщины, жертвы бытового насилия. Я, говорит, хочу об этом рассказать. Причем здесь есть женщины, у которых 3 английские школы, она 5 языков знает. Они все очень образованные, все свои истории. Они никогда не танцевали, они вот первый раз на каблуке встали, на каблуках ходить не умеют, танцевать не умеют. То есть все 2 хореографа, которые, танцовщицы, все остальные первый раз в жизни это делают. Они вот так в день по 3-4 часа занимаются каждый день. Только так мы результат добьемся. Каждый день. Получается? Всегда по-разному, с 2, с 3, с 4, но они до победного занимаются по несколько часов. Они минимум сбросили от 3 до 6 килограммов уже, все. Еще же под них костюмы шьются. Конечно, вот у нас ателье же есть. Да? Да? Мы открыли свое ателье, чтобы... Каждый год разные костюмы. Каждый год. Конечно. Это же шоу. А спонсор есть или... Ой. Да, это частный конкурс на частные деньги, конечно. Я думаю, ты снова там немножко. Естественно, не немножко. Он основной спонсор. Я идейный вдохновитель, он основной спонсор, да. Конечно, это стоит больших денег, но мне не жалко, потому что женщин надо открывать, показывать миру. Это моя гражданская позиция. Білмегендерге айта кетейін, Ақмоншақ мектеп директоры Астанада, сонымен қатар енді TikTok-тың жұлдызы. Қалай келдіңіз жобаға? Жобаға енді аяқ астынан келдім деп айта алмаймын. Біраз дайындалып жүргенмін, бірақ осы жұмыс қалай болады деп уайымдап жүрген жағдайым болды. Бірақтан да барлық жұмысты жинастырып, еңбек демалысына шығып, арнайы келдім. Жалпы кастингтен оңай өттіңіз ба? Енді кастингке 200-дей шамамда қатысушы болды. Өзіміздің бұл енді Алтын ханымның негізгі мақсаты әр әйел адам мықты, соны көрсету және құлаған әйелдер қайта тұрғанын, мықтылығын, біреуге күш беретін өзінің бір ерекше тағдыры бар,
ханымдардың жобасы ғой. Бұл жерде мен әзілдеп өзім әлеуметтік желіде айтам, бұл сұлулардың байқауы немесе фигурасы мықты қыздардың байқауы деп байқау емес деп айтам. Бұл жерде ерекше тағдыры бар және қайсар, басқаға рух беретін сондай керемет жоба. Осында болғаныма қуаныштымын. Қатысушылардың ішінде онколог маман да бар екен. Есіміңіз? Есімім Айгерім Салбекқызы. Осы жобаға қалай келдіңіз жалпы? Дәрігерлер енді қалай мұндай өнер көрсету керек әрине? Енді мен үшін ерекше жоба, әрине медицинадан алшақ болғанымен де, бірақ мен әншілерді де, емшілерді де есептеймін. Себебі олар өздерінің әдемі әуендерімен адамның жанын емдейді. Ал біз тәнді емдейтін физиологиялық тұрғыда. Дайындықты көрдік енді. Ана жерде ешкімді аяп жатқан жоқ. Өте дисциплина, дисциплина қатты. Қалай, қиын болып отыр ма? Мен өзім енді тәртіпке бағынған адаммын. Бауыржан атамыз айтқандай, тәртіпке бағынған құл болмайды деп. Тәртіппен жүретін адаммын, сондықтан мен үшін қиын емес. Бірақ енді мына жерде бір тай басқан бала сияқтысың. Оңға дұрыс баспасаң айғай, солға дұрыс баспасаң айғай деген сияқты. Өйткені енді профессионалды тұрғыда хореографтар таза билеуімізді талап етеді. Біз енді ол саладан кішкене алшақ болғандықтан көбірек жұмыс істеп жатырмыз. Келесі бізде кезінде өзіңіз Қазақстан аруына қатысқан. Арада жылдар өтіп, енді Алтын ханым жобасына қатысып отырсыз. Бұл қалай болды өзі? Мен қазақ аруына осыдан 15 жыл бұрын, ең алғашқы 2011 жыл қазақ аруына қатысып, 3-ші жүлделі орын алған болатынмын. Кастингқа келіп, өзімнің мүмкіншілігім әлі, өзімнің потенциалымды әлі де ашу үшін қайтадан Алтын ханым жобасына келіп финалға өттім. Мен робототехник, ғалым, инженермін. Осы жобаға біздің жалпы әйелдер қауымы тек қана нәзік жандылар емес, сонымен қатар темірді бағындыруға болатынын көрсету үшін келген болады. Бүкіл қазақстандықтар сізді тек қана продюсер емес, сонымен қатар соңғы жылдары әйелдердің құқығына қатысты өзіңіздің пікіріңізді айтатын, әйелдердің дауысын шығаратын адам ретінде таниды. Соңғы кезде мысалға енді жақында бір сұхбат шықты, оны өзіңіз парақшаңызда да айттыңыз. Енді үлкен имам кісі өзінің екінші әйелін шәкіртіне жұбайлыққа бере салдым дегендей бір әлі күнге дейін әйелді зат ретінде бере салатындай сондай ойлайтын адамдардың бар екенін көріп, енді бәріміз таңғалып жатыр әлеуметтік желіде. Осыған өзіңіздің көзқарасыңыз. Неліктен біз дамимыз, алға жылжимыз дейміз дегенмен де, бірақ әйелді әлі күнге дейін зат сияқты көретін, бере салдым шәкіртіме әйелдікке дейтіндей деңгейдегі адамдар әлі де бар. Да, во-первых, я хотела, пользуясь случаем, призвать всех своих коллег-журналистов не брать интервью у радикальных пропагандистов, потому что тем самым мы сами распространяем своими же руками, добровольно распространяем вот такую правду жизни, да? А с другой стороны, это не вина мужчин, это вина женщин. Эта женщина поставила себя на уровень ниже мужчины, эта женщина считает себя вторым сортом, потому что женщина, которая считает себя настоящей женщиной, никогда не позволит себе быть второй, третьей, четвертой или быть зад. Вот что страшно. И я со своей стороны делаю все возможное, чтобы женщина стала более самодостаточной, чтобы женщина поняла, что прежде всего нужно уважать себя в первую очередь, а потом мужа, детей, родителей. Женщина, которая не уважает себя, никогда не будет самодостаточной, успешной, она никогда не будет ценностью, потому что она сама для себя не является ценностью. И это выбор самих женщин, и это их выбор, их судьба, и я не хочу спасать таких женщин. Пока не поздно, я работаю для тех, пока не поздно. А те, которые уже перестали чувствовать себя ценностью, индивидуальностью, человеком, в конце концов, они будут жить с таким выбором. Тағы бір өзіңіз жиі қозғайтын мәселе, ол бізде қоғамда енді сақалын сала ағаш қылып өсіріп алатын, шортиып, шалбар киетін, сонымен қатар жарайды, солай жүргені бір бөлек әңгіме ғой, сонымен қатар соны тықпалайтын адамдар бар ғой. Мысалға, жақында бір сіз естіген боларсыз, Наурыз ол
қазақтың мерекесі емес, ол парсының мәдениетінен келген дейді. Ол дұрыс емес. Этнографтар оны дәлелдеген. Наурыз деген сөз ғана парсыдан келген. Ал ұлыстың ұлы мерекесі Наурыз деген ол бұрыннан болған нәрсе да. Мысалы, соны TikTokта айтты. Жақында сол кісіге азаматтық іс қозғалды сондай нәрсе айтқаны үшін. Я считаю, это будет, во-первых, хочу большое спасибо сказать государству прежде всего, что они пресекают. Но это прямое посягательство на Конституцию. Прямое посягательство на Конституцию. Я еще хочу сказать еще раз, я не против религии. Я против пропаганды радикальных убеждений. Они не имеют права говорить нам, как правильно жить по их правилу, по их шариату. Я против этого. Поэтому вот я молюсь каждый день. Но никто почему-то об этом не знает. Да? Как я молюсь? Может быть, я намаз читаю. Никто ж не знает этого. И я никогда об этом никому не скажу, как я молюсь. Это мое личное дело. Это мое личное отношение с Всевышним. Поэтому это, во-первых, полное отсутствие культуры и воспитания. Ты не имеешь никакого права говорить другим людям, как жить. Тем более, если ты проживаешь в светской стране. Мы живем по Конституции, у нас есть законы, правила. Поэтому я считаю, что это абсолютно оправдано, и я думаю, что это искоренится рано или поздно, потому что такие, как я, таких гораздо больше. Сонымен қатар өткенде парақшаңыз айтып қалыңыз, осындай жаңағы радикалды исламды тықпалайтын, көпшілікке оны уағыздайтын адамдарға бір заң жобасы қабылданған дұрыс шығар деп. Өйткені бізде TikTok, Instagram деген кез келген адамның қолында бар да, оны бұғанаға қатпаған балатындайды дегендей. Сол заң жобасы. Ну, вы знаете, во-первых, это работа общественных деятелей, публичных людей, и это работа, конечно, надлежащих органов. Если мы все вместе объединимся, мы это искореним. Если мы хотим жить спокойно, если мы хотим жить в процветающей стране, если мы хотим думать о технологиях, о искусственном интеллекте, о космосе, о ракетах, о науке, об образовании, вот с этими течениями мы далеко не пойдем. Поэтому люди осознанные, люди грамотные об этом знают. И с этим надо бороться совместно с государством. И я честно не понимаю, почему большинство известных людей молчат об этом. Как будто этой проблемы нет. И мало того, я хочу сказать, что процентов, наверное, 30-40 из шоу-бизнеса в этих течениях. Вот. Но, как видите, со временем они снимают платки, бреют свои бороды, потому что приходит озарение. И я этому очень рада. Я думаю, что да, я думаю, что это... Я знаю очень многих девочек, которые сняли свои платки, я с ними разговариваю, веду беседы. Естественно, я не, как бы, знаете, не врываюсь в их пространство, не говорю, ты делаешь правильно или не. Это ее выбор, ее платок, ее вера, ее религия. Это не мое дело. Но вопрос, почему ты это сделала, один и тот же ответ. Потому что я поняла, что дело не во внешнем, дело во внутреннем. И вот этот фанатизм, он ни к чему хорошему не приводит. Чем больше фанатизма, тем больше запретов. Я против вот этих запретов. И вот говорю, ответ всегда один. Я сняла платок, потому что я поняла, что дело не во внешнем, а во внутреннем. Твои мысли, которые слышит Всевышний, твои поступки, которые знает Всевышний, ты его не обманешь ни платком, ни намазом. Его невозможно обмануть. Поэтому, говорят же, закон Вселенной, он всегда работает. Ты можешь одеть платок, но подумать плохо и сделать плохо, тебе все равно это отрыгнется. Да? Поэтому я стараюсь в своей короткой юбке и без отсутствия платка, стараюсь мыслить позитивно, стараюсь делать добрые дела и стараюсь созидать. Собственно, вот этот конкурс, это и есть мое созидание в том числе. Я помогаю женщинам открыть глаза, я помогаю женщинам мыслить глубже и шире, я помогаю женщинам попробовать себя, свои возможности, да? Я помогаю женщинам изменить свою жизнь. Вы знаете, в прошлом году женщины приходят сюда очень часто и говорят, вы знаете, моя жизнь изменилась. Я стала думать иначе, мое окружение изменилось, у меня отношения с мужем изменились, у меня отношения с детьми изменились, потому что мир на самом деле, он гораздо шире,
он гораздо добрее, чем мы думаем. И все это зависит от нашего внутреннего состояния, от нашего внутреннего состояния души и сердца и своих мыслей. Поэтому внешне это казаться, но не быть. Так, для меня это так. Бана сөзіңізді айтып қалдыңыз, орамалды оранғандар уақыт өте келе барлығын түсініп қайтадан шешіп жатыр дегендей. Осы есіме түсіп отыр, 2024 жылы Біріккен ұлттар ұйымында Голливудтың актрисасы бар ғой, Мерил Стрип деген. Сол актриса айтқан болатын, қазіргі таңда дейді, Ауғанстандағы әйелден гөрі даладағы мысық бақыттырақ дейді. Өйткені даладағы мысықта еркіндік бар, ол күнге шығып жылын алады. Ал оранғаны, енді ол жерде Ауғанстанда ер азаматтардың шариғатқа қарай өмір сүруіне байланысты ғой, орану керек. Бірінші жаңағыдай басын оранды, одан кейін әйелге көруге бір ғана көз жеткілікті деп, бір ғана көзін ашық қылды. Музыкалық аспап, мен журналист болған соң күнделікті ақпаратты көріп отырамыз ғой, әлемде не болып жатқан. Музыкалық аспаптарды өртеп жатыр. Ал енді көріп отырық, не болып жатқан Иранда, Таяу Шығыста, Ауғанстанда. Знаете, мы сами все это разнесли в массы. Те же самые наши артисты, которые публично едут в Мекку, публично делают селфи на фоне Мекки, публично надевают на себя вот это все и говорят: вот, смотрите, я здесь, вот, посмотрите, я вот молюсь Всевышнему, я в Мекке, вот, смотрите на меня. Но, понимаете, это тоже культура внутренняя, это твое личное дело. В Мекку ты поехал, в какой-то другой святой город ты поехал. Никто не знает, где я была, например, где я, например, получаю место силы, например. Я считаю, что это вопрос внутренней культуры. Если ты поехал в Мекку или в любой другой храм, город святой, то это твое личное отношение, твой личный разговор с Богом. И это абсолютное бескультурие, что вот они делают это публично. Это, для меня это вопрос внутренней культуры. Поэтому я всегда говорю, что Богу не нужна демонстрация и любви к Нему. Он не нуждается в этом. Эти люди нуждаются в признании публики, что они к лику святых относятся. А потом приезжают после Мекки, и у них продолжается дальше. Я же всех знаю. Продолжается дальше гулянки, пьянки. Это называется двойные стандарты. И об этом кто-то должен сказать. Поэтому, дорогие мои коллеги, если вы ездите в Мекку, подумайте 1000 раз, стоит ли обманывать Бога. После этого вы приезжаете, начинаете бухать, курить, гулять, материться, валяться. Вот это и есть ханжество. Если ты поехал, сделай это тихо, да? Настройся на это, потому что ехать в Мекку, это ты должен быть настолько высокого уровня сознания, что дальше ты не имеешь права делать какие-то грязные дела. И вообще я думаю, что человек сам по себе чистоплотный не будет делать этого и до поездки в Мекку, тем более после его приезда. Поэтому это вопрос твоего сознания, подсознания, готовности отдать себя религии. А если ты отдал себя религии, будь добр соблюдать все каноны, будь добр. А вот эти вот ханжества: ой, я крутой, я поехал в Мекку, я повез туда родителей, вот Маган не булады, еще что-то булада, а потом дальше я их наблюдаю с водочкой, там, с сигаретками, а то и с наркотиками, все хорошо, да? Зачем ты это делаешь? Как тебе не стыдно? Ты можешь обмануть людей, но ты никогда не обманешь Всевышнего. И человек, который, по крайней мере, образован, не будет этого делать. А вот так вот тихонечко поедет и не будет это демонстрировать на всю публику. Я считаю, это некрасиво. Өте сөзіңізге қосыламын. Қазіргі таңда енді Алматы үлкен мегаполис болғандықтан, сізді осы қаламыздың инфрақұрылымы, қалада болып жатқан жаңағы дүниелер сізді алаңдатады. Оны сіз өзіңіздің парақшаңызда айтып жүрсіз. Дәл осы аптаның ішінде болған жол апаты Әл-Фараби, ең басты көшелердің бірі бізде. Ол жерде өзімен өзі келе жатқан машина және сол жерде жарысып жатқан машиналар, яғни біреуі бір байдың баласы дейді, және де әлі дәлелденбеген ақпарат, бірақ айтуларынша ішінде полициядағы жұмыс істейтін адамдар да болған, құқық қорғау органдарында. Қазір осыған байланысты ресми ақпарат берді. Құқық қорғау органдары осы ақпаратқа байланысты ішінде тергеу жүргізіп жатыр, тексеріп жатыр өзінің жаңа қызметкерлерін. Енді былай қарайтын болсаңыз, ол Әл-Фарабидің бойында дәл осы апат болғаннан кейін барлығы жаза бастады. Ой, бұл бірінші рет емес, ол жерде күнде сондай
өте үлкен жылдамдықпен жарыс деген болып жатады деген сияқты. Да, это правда, я сама это наблюдаю каждую ночь практически. Я езжу по Аль-Фараби ночью, там постоянно происходят гонки. Я еще все время думаю, а куда смотрит полиция? Но я думаю, что после вот этого несчастного случая все это прекратится. Потому что есть общественность, есть социальные сети, и это огромная сила, огромная сила. И если мы не будем молчать, то полиция, ну, просто деваться будет некуда, они это запретят. Бұл неге бұл резонанс болды ғой. Неге бізде Қазақстанда бір нәрсеге резонанс болмаса, әділдікке жету, оның шешімін табу өте қиын, оны өзіңіз білесіз. Бұл тексерістің болуы, бұл жаңағы жылдамдықты өшіру үшін рейд жүріп жатыр қазір. Міндетті түрде біреу өлу керек пе еді? Ну, адам- пока это так, Да. пока это так. 10 раз произойдет, 20 раз произойдет, потом это превратится в привычку. Это как, знаете, помните, мы носили китайские вещи, они были плохие, плохо сшитые, а теперь посмотрите, мы еще смеялись над этим, ой, посмотри, там китайская сумка, посмотри, там китайская кофта. А теперь где Китай? Да смеялись. Поэтому из всего плохого дальше происходит что-то хорошее. То есть мы идем в рост. То есть политика президента у нас такая, справедливость и закон. Хочешь, не хочешь, 10, 20, ну на 21 раз у нас не будет этих гонок и не будет таких происшествий. Дай бог, я в это верю. Мысалы, қалада бізде шұқыр көп, мысалы, оның кезінде сіз айтып, содан кейін Жамалды мысалға. Оларға міндетті түрде бір белгілі тұлға айту керек па, шұңқыр жабылу үшін мысалға? Енді бәріміз айтсақ, бәріміз, сіз айтсақ, мен айтсам, оператор айтса, бәріміз айтсақ, все это будет исправляться. Это неравнодушие граждан называется. Вот я неравнодушный гражданин своей страны. Мне неравнодушно, у меня болит сердце за плохие дороги, за плохое образование, за плохую медицину. У меня за все болит сердце. Я иногда думаю, ну зачем мне это надо? Зачем я нервничаю по этому поводу? А кто? И вот люди хотят, что вот оно само по себе, что все изменилось. Ну там в Акимате такие же люди сидят. Они тоже думают, что само по себе тоже все закроется. Поэтому мы все должны быть вовлеченными в жизнь страны. Пока мы не поднимем свою гражданскую ответственность, ничего не поменяется. Почему Акимат не работает? Потому что людям все равно. Ну, это же одно другое цепляет. Если все жители района будут написать жалобы, сделайте нам дороги, сделайте нам подъезды, сделайте нам ремонт в школе, вот вся школа пусть напишет, никуда не денутся, сделают. Поэтому людям нельзя быть равнодушными. Это твоя страна, это твой город, это твоя улица, это твоя школа, это твой подъезд. Все, это только гражданская ответственность. Поэтому не надо писать мне и говорить: Баян, сделайте нам дорогу. Это постоянно. Баян, вот у нас в школе там провалился там потолок. Приезжайте. Почему Баян? А почему ты этого не делаешь? Вот вас слышат, а нас не слышат. А ты собери 10 человек, собери 20 человек. Это и есть гражданская ответственность. Вот только так начнет работать Акимат, и только так начнут работать все органы. Никогда нельзя спускать с рукавов. Случилось ДТП? Топите. Журналисты, топите. Баян, топи. Общественность, топите. Только так мы добьемся справедливости. В синергии с органами. Потому что если людям не надо, то и им не надо. Ну что, нормально же, никто не вякает, все хорошо, ну и мне тогда все равно. Только так просыпается гражданская позиция, только так, по-другому нет. Только в команде, только вместе со всей страной. Поэтому, если у тебя в школе провалился потолок, собери всех родителей, прояви свою гражданскую позицию, пиши в Акимат, обивай пороги, никуда они не денутся. Поэтому не надо ждать, что придет Баян и починит дорогу, придет еще какой-то известный человек починит дорогу. Нет, это твоя ответственность в том числе. У нас плохие дороги, потому что мы безответственны, потому что мы позволили ездить себе же по таким дорогам. Оның үстіне бізде адамдар түкіретіндер бар. Әр жерге қақырын тастап кететіндер бар. Жақында заң шықты. Дронмен, егер көшені не қылатын болсаң, шемішке шағатын болсаң, дронмен жүреді, айыппұл салады. Бұның өзі жайлап жаңағы мәдениеттің көтерілуіне себепші ғой. А как по-другому? А как по-другому научить людей простому уважению даже не к городу, не к асфальту, а к самому себе? Как? Как нам поднять культуру, этику? Как поднять? Только так. По-другому нет. Если в семье тебя мама не научила не харкаться, не плеваться, там, не материться, то, государство этим занимается. А вот так потихоньку мы и научимся. Знаете, я когда в Корею съездила,
Первый раз я там была 20, не знаю, 3 года назад. Я была в таком охренении, да, потому что другого слова я не могу подобрать. Ни одного окурка, ни одного плевка. Штраф. Штраф. То есть ты можешь покурить, и ни одной урны там нет. Урны нет, потому что никто не курит. Потому что ты знаешь, что если они покурят, они, во-первых, там создают неприятную атмосферу для других, а во-вторых, им просто некуда будет бросить этот окурок. Там асфальт шампунем моют. Асфальт шампунем моют. Есть специальные машины, которым асфальт моют. И никто, ни один человек. Настолько культура, да, высокая у людей. А ведь их тоже этому научили. Ведь это тоже обычные люди. Они, скорее всего, тоже плевались, тоже харкались. Поэтому я думаю, что... Я вообще верю в то, что государство работает. Пока у нас сознание не выросло. И вот такими вот репортажами, такими вот интервью, дронами, камерами мы, в конце концов, придем к чистоте, к порядку и к закону. Енді қоғамды толғандырған көпшіліктің көкейіндегі сұрақтарға жауап алдық. Сіздің продакшнға келсек. Продакшн енді соңғы, мысалы, Snoop Doggпен клип түсірдіңіздер, Америкада фильм түсіріп келдіңіздер, иә? Енді жақында шығатын шығар. Масштабты кеңейтіп жатсыз барынша, иә? Это все-таки, наверное, больше касается моего личного развития, моей личности и моего масштаба. То есть я никогда не останавливалась на достигнутом, мне всегда было это неинтересно, то есть то, что уже поставлено на рельсы, мне это уже неинтересно, и у меня голова начинает работать, а что можно сделать еще. Поэтому это нормально для человека сведущего, начитанного, насмотренного. Я часто езжу за границей, я наблюдаю, я знаю, что там происходит, какие шоу они делают, какие кино они снимают. Это, конечно, насмотренность и жажда роста. И вот этот фильм, который я сняла в Америке, он на 95% снят с американскими актерами, американскими специалистами, и на 95% он снят в Америке. Но это же интересно, почему нет? Бұл 95% америкалық актерлармен жаңағы сол жақта түсірілім тобымен түсірілді. Демек бұл коммерциялық фильм бе, әлде бір жаңағы конкурстарға, жарыстарға жіберілген? Я еще не видела первый монтаж, наши только прилетели неделю назад. Я думаю, что это прежде всего коммерческое кино. Я давно не снимала коммерческое кино, очень давно, уже, наверное, года 2-3. Я больше ушла в арт, да. Вот, как «Бахет» и «Жалопер» — это не коммерческое кино, это в защиту прав женщин, все это было снято, моя гражданская позиция была. Этот фильм тоже как триптих, знаете, как... Я всегда хотела снять 3 фильма в защиту женщин, вот, но этот фильм, он более коммерческий, история женщины, который бросил муж, ушел к молодой, ну такая обычная история казахская, и вообще не только казахская, ушел к молодой, бросил ее с 2 детьми, бросила ее без ничего, и женщина поняла, что она сама себя потеряла, пока смотрела за мужем. Это наша история, да? Сама себя потеряла. А кто я в этой всей истории? Муж ушел, дети выросли. А кто я? Что я? И она уезжает в поисках заработка и, наверное, счастья сразу в Америку, из аула. Вот сразу, вот прям вот мы ее перемещаем из дремучего аула сразу в Лос-Анджелес. И вот ее шок, да, ее мировоззрение, которое ломается, сначала теряется, ей нужно выживать, ей нужно зарабатывать. Это история казахской дальнобойщицы, которой, кстати, очень много в Америке и сейчас. И мы даже одну из них сняли. Она популярный блогер, сама дальнобойщица, и мы сняли ее в эпизоде. Меня очень вдохновила эта история, что нифига себе, казашка может уехать там в 40 лет, поменять свою жизнь и устроиться просто в трак и просто водить по этим бескрайним американским просторам и зарабатывать себе на жизнь. Они хорошо зарабатывают там. И вот женщины у нас уезжают и зарабатывают там. Қазақта сөз бар ғой, қыздың 40 жаны бар деп. Біздің қазақтың әйелдерінің 100 жаны бар сияқты. Америкаға да барады, ақша тауып бала шағасын бағу үшін. Еркектің істей алмайтынын істейді артығымен кейде.
Ну, потому что наши казахские женщины взвалили на себя все и сказали, я сделаю все сама. Забыли, что такое женственность, забыли, что такое быть расслабленной, быть женственной, перестали доверять мужчинам, перестали вдохновлять мужчину, перестали хвалить своих мужчин, перестали восхищаться своими мужчинами. И вот так вот, я просто видела много случаев, когда женщины говорили, ты ничтожество, ты козел, ты дурак, ты бещара. А когда женщина говорит такие вещи мужчине, а кем он будет? Он таким и будет. Поэтому я и говорю, что во многом, к сожалению, в отношениях между мужчиной и женщиной во многом виновата сама женщина. Как бы я ни защищала права женщин, женщине нужно быть хитрее, женщине нужно быть тоньше, женщине нужно быть умнее. Женщина, которая вдохновляет своего мужчину, женщина, которая восхищена своим мужчиной, такой мужчина будет стараться сделать все для своей женщины. Мы перестали уважать своих мужчин, мы перестали восхищаться своими мужчинами, а мужчины этим пользуются. Мы слабый пол, мужчины стали агрессивными, мужчины стали много пить, мужчины перестали уважать женщин, и все это в синергии работает неправильно. Поэтому здесь нужно работать и там, и там. Но умная женщина, она всегда найдет выход из ситуации. Умная женщина. Если она перестанет гнобить своего алкаша мужа, возможно, она перестанет пить. Поэтому здесь разговор длинный. Это другая тема. Сіздің Оскар деген арманыңыз бар екенін білеміз. Енді жайлап Америкада түсіріп жатсыздар. Мүмкін алдағы 5 жылдықта бір Оскарға татитындай, Оскардың шорт-листіне түсетіндей бір фильм түсіретін идея, сондай бір сценарий миыңызда жүрген шығар. Ну, я всегда иду, я называю себя, знаете, есть 100-метровка, есть 100-метровщики, которые снимают один фильм, у них не получилось, они ломаются и уходят. Создают одну группу, у них не получается, они закрывают и уходят. Я бегу свой марафон очень долго лет, очень много лет и очень с разными ситуациями в жизни этого марафона. Упала, встала, отряхнулась, дальше побежала, да, то есть чего только не было. Поэтому я буду бежать свой марафон и дальше. Когда это случится, случится ли, но я продолжаю верить в это, потому что может вдохновлять творческого человека? Мечта. Меня это вдохновляет. Поэтому этот фильм, следующий фильм, через 5 фильмов, никто не знает, я доверяю это Всевышнему. Мен де сенем. Өйткені сіздің қайтпас қайсарлығыңызды тесіп шығасыз деп ойлаймын. Мен де сенем. Рахмет, аумин. Жеке өмірге бір көшсек, көп емес. Енді сіздің екі үлкен қызыңыздың тәрбиелігі жайлы енді өзіңіз оққан шығарсыз, қыздарыңыз айтқан шығар. Трэцте Баянның екі үлкен қызы сондай тәрбиелі деген өте көп пікірлер бар. Айсәуле жаңағы жеткізген шығар сізге. Қазір енді екі кішкентай қыз бар, Алиса, Алма. Олардың енді ол бүкіл қазақстандықтардың көз алдында дүниеге келді, солардың көз алдында өсіп келе жатыр, қылықтары шығып келе жатыр, тілдері шығып келе жатыр дегендей. Қазір 2 жастан асты, я? Жоқ, 1,5. 1,5 жаста. Да, 1,5. Бір ата-аналар бар ғой, кішкентай кезінен бастап баланы жаңағы ағылшынға тасиды, жайлап, бір кружокқа апарады. Сізде сондай ой бар ма? Жоқ әлде ол балалық болып қалсын деп ойлайсыз ба? Ну, если судить по моим 2 старшим дочерям, то, конечно, я, как мать, как родитель, дала им все самое лучшее, что я могла им дать, да. Но я вам скажу, когда человек говорит, как вот вы воспитали таких дочерей, я вам скажу так, я их не воспитывала. Это только личный пример. Вот воспитывай себя. Хочешь воспитать хороших детей, воспитывай себя. Я занимаюсь самовоспитанием всю свою жизнь. Я анализирую, кому я что сказала, как я поступила. И не позволяю себе, ну, я не знаю, мои дочери никогда не видели меня, чтобы я кого-то там куда-то послала, или кому-то нагрубила, или кого-то не поблагодарила. Ну и таких моментов очень много, да. Поэтому воспитание детей, если твой ребенок не воспитан, прежде всего посмотри на себя. Это ты не воспитан. Потому что дети, они как губки, они всасывают в себя все, что ты делаешь. Как ты говоришь, как ты общаешься, как ты относишься к родителям, как ты относишься к старшим, как ты относишься к младшим. И я со своими детьми всегда разговаривала как с личностями. То есть я не говорила, ты малявка, ты будешь делать то, что я тебе скажу.
И я точно так же сейчас уважаю своих младших детей. Я всегда спрашиваю, что ты хочешь, как тебе нравится. Чтобы у них был выбор, когда они вырастут. Я это всегда подсознательно понимала, еще до современной психологии. Поэтому мои обе дочери выросли огромными большими личностями, да, самодостаточными личностями. Я их научила любить себя, потому что я люблю себя. Я всегда говорила: доченька, сначала маме, а потом вам. Сначала мамочка, а потом вы. То есть сначала я, а потом вы. Потому что если я не наполнена, что я могу вам дать? Ничего. Единственное, у нас папа очень сильно балует детей, и я всегда вот так его придерживаю. Говорю: осторожней, осторожней на поворотах, осторожней. Девочки могут быть разбалованными. А я хочу, чтобы они выросли настоящими хорошими людьми. И касательно образования, это самый главный аспект воспитания. Мои обе дочери говорят на 3 языках свободно: казахский, русский, английский. Это всегда была моя мечта, потому что я знала, что они будут познавать мир. Я всегда хотела, чтобы они ездили и видели мир. Это всегда расширяет твои границы, да? Внутренние, внешние, любые границы. А без английского языка это сделать невозможно. Ты будешь чувствовать себя неполноценным, да, за границей. Поэтому детство у них было ровно до 5 лет. С 5 лет у каждой из них были преподаватели, танцы, английский, много чего было, французский, не знаю, шахматы, вокал. Я их даже отдавала на уроки маникюра, мейкапа, техника речи, дефиле. То есть всем этим я занималась, потому что я понимала, что завтра они вырастут, и все это им пригодится. Естественно, фортепиано. Я сейчас вспоминаю, потому что очень много было развивающих их как личность. И сейчас они мне обе говорят: спасибо, мама, какая ты молодец. Я ж не хотела ходить вот на технику речи, ты меня заставила. Я не хотела ходить на музыку, ты меня заставила. Я заставляла. То есть ребенок должен быть ответственным. И я, как мать, вот сейчас даже если перемотать жизнь туда, что бы я могла им еще дать, я бы, наверное, сказала ничего, потому что я дала им все самое лучшее. Енді бағана айттыңыз ғой, Алма мен Алисаның әкесі өте қатты еркелетеді деп. Осы Тұрсын ағамызға келейікші. Пәтер сыйлады, иә? Сонша жыл еңбек еткен қызметкерлеріне. Жаңа жылда зейнетақы 50 мыңнан беріп тұрамыз деді. Бір үйдің әкесіне де, шешесіне де. Кейде өзіңіз де естіген шығарсыз, Фейсбукта бұл бір пиар-маркетинг деген сияқты сөздер айтып жатылды, иә? Осыған қатысты өзіңіздің пікіріңіз? Ол енді біз білеміз, енді есі бар, көзі көрген адам түсінеді. Ол кеше келген адамға емес, сол жерде 20-30 жылдап жұмыс істеген адамға беріліп жатқан дүние, және ол еңбекті бағалау, мотивация деген дүние екені, және оның жомарттық екенін түсінеміз. Ал кейбіреулер қоғамда сондай да бір пікір айтады. Всегда будут люди, которым будет это не нравиться. Это же нормально, у каждого свое мнение. Просто, с другой стороны, если так глубже копнуть, зачем ему пиар? Зачем? Он спокойно живет, у него 3 больших предприятия, все хорошо. Он не собирается баллотироваться в президенты, он не собирается быть депутатом или министром, или еще кем-то, каким-нибудь чиновником. Ему очень нравится его работа, его предназначение. Ему пиар не нужен, его и так все знают, и до этого его все знали, да. Поэтому это была моя инициатива. Он мне вообще просто сказал: я сегодня иду на работу, я хочу подарить 100 квартир. Это было вот утро. Если вы заметили, я там сижу, меня там даже не видно, потому что я была без краски, чуть ли не в спортивном костюме. Потому что я сказала: да ты что, я поеду с тобой, я хочу это снять, я хочу это осветить. Он говорит: не надо освещать. Как бы мы решили вот этим советом, что освещать это не будем. Я говорю: ты не освещай, я освещу. Я даже не буду делать рилс, я это сделаю в сторис. Если, как бы заметили, обычно, если ты хочешь там, ты вызываешь операторов, ты делаешь классные рилсы, ты делаешь там что-то профессиональное, я могу себе это позволить, да, я знаю, как это сделать профессионально. И сказала: нет, да ты что, это классная новость, потому что это смотивирует других богатых людей помогать и быть социально ответственным. Я из этой точки зрения. Я поехала, тихонечко села на край, и все это сняла в сторис, сказала: привет, что ты сегодня собираешься сделать? Он сказал: я сегодня собираюсь вот всем работникам, которые более 15 лет работают на предприятии, я хочу подарить квартиру. И я это осветила в сторис. Что потом началось?
Я даже сама этого не ожидала. То есть я сама не осознавала уровень его поступка. Я не осознавала. Я сказала, да, это приятная новость, 100 квартир, классно, но такого масштаба я не ожидала. Мне кажется, он сам тоже не осознавал. Он сам не осознавал и сам не ожидал. Потом все это превратилось в какого-то там национального героя там, и так далее. Да, это приятно, но его это никак не поменяло. Он дальше работает и дальше собирается также презентовать и в дальнейшем квартиру лучшим своим сотрудникам, которые вот верой и правдой служат. Это его социальная ответственность, это его состояние души. Он и без этого помогал людям, и до этого помогал людям, и после этого помогает людям. Я даже не буду говорить, что он делает, потому что это уже будет даже нескромно. А вот такие социальные поступки, да, вот с его стороны, я считаю, что нужно освещать. Потому что реально очень много других людей, которые имеют огромные доходы и в десятки, и в сотни раз больше, чем у Алагузова. Но они все в зарубеж. К сожалению, но ведь это все равно мотивация. Это все равно думаешь, ах, нифига себе, может быть, знаете, как у нас принято, может, там зачтется, да? Ну, есть же у людей, ты не можешь съесть три тарелки супа, ты не можешь надеть сразу 100 пар обуви, ты не можешь. Поделись с людям, поделись с людьми, у тебя есть такая возможность. Вообще, у меня однажды спросили, что такое доброта, что такое доброта, у меня спросили. Я была очень молодая, мне было лет 25, очень умная женщина у меня спросила, я сказала, доброта, это вот, не знаю, внутреннее состояние, не знаю, наверное, животных любить надо. Она такая, Баян, доброта – это умение делиться. Нету другого определения. Добрый человек – это человек, который делится. Делится не только деньгами, временем, опытом, чем угодно. Но если ты добрый человек, жадный человек и злой человек не будет делиться. Но он тоже в этом не виноват. Жаратылган, да? А если ты добрый человек, ты будешь делиться. Это вот просто определение его доброты. Все. Бұны неге айтып отырмын? Сол жаңағы пәтерді сыйлады, бүкіл әлеуметтік желіде кәдімгідей күшті бір пікірлер жазылып жатты. Сол кезде мен байқағаным, Тұрсын ағамыз сияқты Форбсте болмаса да, жеке өзінің кішкентай кәсіпкері бар адам, соны көріп, мен де бүгін 2 жұмыскеріне премия беремін, анаған көмектесем деп үлгі да, ал біреулері бар Форбстың тізімінде болса да, енді білмеймін, енді көп ақшасы болса да, енді олар көмектесуге міндетті де емес қой бір жағынан. Міндетті емес. Соңғы сұрақ, Баян ханым, енді бұны қоймасам болмас, өйткені соңғы кезде әлеуметтік желіде тарап кетті, өзіңіз де көрген шығарсыз. Негізі арада біраз жылдар өтті ғой енді. Бұрынғы жарыңыз Бақытбек мырза үйленді деген ақпарат шықты. Сол рас па екен? Қыздар айтпады ма деп? Қыздар общаются со своим отцом. Обе мои дочери, я никогда им не запрещала, это вообще большая глупость, большая тупость запрещать общаться с отцом. Поэтому я всегда им говорю, любите, уважайте, это ваш отец. Естественно, моя дочь позвонила, потому что она сама это увидела, сказала, мама, ты видела? Я сказала, да, я видела, потому что добрых людей много, пересылалочек много. Затем она позвонила своему отцу, отец сказал, что, конечно, нет, этой фотографии уже 3 или 4 года на чьей-то свадьбе, и это просто случайная рандомная фотография. Фейк. Да. Нет, не фейк, фотография есть, но это он где-то гостем на свадьбе с какой-то женщиной. Я была бы очень счастлива, если бы он женился и был бы счастлив. Баян ханым, үлкен рахмет, сұхбатыңызға өте керемет сұхбат болды деп ойлаймын. Енді әсіресе әйелдер қауымына арналған. Соңғы сөзіңізді түйіндесеңіз, мына Алтын ханыммен байланыстыра кетсек, бұның енді месседжін айтып кеттіңіз ғой бағана басындашы. Жалпы әйелдер қауымына не айтар едіңіз? Жалпы қоғамға не айтар едіңіз? Я не хочу умничать, я не хочу не давать каких-либо советов, потому что кому-то мой совет покажется умным, кому-то мой совет скажет, посмотри на себя и не умничай. Поэтому пусть каждый в своей жизни делает свой выбор. И прежде чем его сделать, пусть он хорошо подумает, как это потом отразится на его будущей жизни. А так, смысл жизни, мы все хотим быть любимыми и счастливыми. Поэтому я просто хочу пожелать быть любимыми и счастливыми.
Рахмет сізге үлкен сұхбатыңызға. Құрметті көрермен, осымен біздің сұхбатымыз тамам. Бүгін Қазақ Ордасында Баян Мақсатқызымен сұхбат болдым. Келесі жүздескенше сау саламатта болыңыздар.